Добрый вечер, дорогие друзья, вы на канале 6tv.by. Протест в Казахстане подавляет тяжелый спецназ из Витебска, предназначенный для выполнения антитеррористических контрдиверсионных задач на своей территории, друзья, и разведывательно-специальных и организационных задач в регионах временно захваченных противником. Мы знаем, что сегодня белорусский спецназ отправился в Казахстан. У нас сегодня необычайный гость, человек, который много очень знает про Казахстан и сам является политическим беженцем, который был вынужден был бежать из тюремного надзора, который сам имел 3 года осуждения, 5 лет. Да что я говорю? Энгер Эрмен Нарымбаев. Это один из руководителей оппозиционного движения Казахстана. Добрый вечер. Или не добрый, я не знаю, как правильно сейчас назвать, Эрмен. Спасибо большое, что присоединились. У нас огромное количество от наших подписчиков, которых я тоже приветствую и рад, что сегодня вы поможете, как всегда, вести мне программу. Эрмен, у меня есть подозрение, вот этот бунт, который начался с поднятия цен на газ, ну, понятно, людей уже накипело. Это все-таки многие живут на газу, ездят на газу. Но не является ли это таким ход конем, такой шахматной партией товарища Путина, который мечтает восстановить границы Советского Союза, и с Назарбаевым у них есть договоренность под эти цены? Может, это искусственно вызванный бунт, потому что хотели мирные демонстрации провести, а мы видим, что сейчас больше десятки погибших уже в Казахстане. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, это терпение закончилось? Точка кипения уже превышена? Или все-таки закулисные интриги за народом для того, чтобы слить Казахстан России? Для народа, для оппозиции было абсолютно неожиданное вот это решение о поднятии цен в 2 раза. И реакция была молниеносно стихийной. В Западном Казахстане, который зависит от газа по отоплению, тем более сейчас зима, и по автотранспорту, на котором практически все ездят. 2 числа все это вышло на экономические требования. Сам газ был поднят олигархами Тимуром Кулебаевым, приближенным Назарбаевым, в силу того, что он хотел срубить деньги на фоне того, что «Газпром» сыграл удачно мошенническим путем, играя на ценах и поднимая до баснословного уровня цены на газ в Европе. У Казахстана нет таких больших возможностей заработать в Европе на газе, поэтому была попытка эти деньги срезать хотя бы на внутреннем рынке, а народ стерпит. Вот такая жадность, она привела к тому, что сейчас уже на волоске висит сам Тимур Кулебаев, сама семья Назарбаева активно отодвигается, буквально в считанные часы. Самат Абишев, который является племянником Назарбаева, уволен с высокой должности в КНБ. Назарбаев отстранен от Совета Безопасности, который выполнял первую скрипку во власти и был по статусу выше, чем президент Токаев. Напомню, что в 2019 году Назарбаев уходил по сценарию Равшана Раджаба в Иране. Это Хамини или там вариант Дэн Сяопина, который ушел в военный совет за 8 лет до своей смерти. Назарбаев создает формальную фигуру президента, но которому не подчиняется правительство, это вторая корзина, КНБ, это СБУ по-украински или КГБ по-белорусски, МВД, другие силовые структуры. Раскладывается все в корзину, они все зацикливаются на того же председателя Совета Безопасности Назарбаева, который оставался в тени. Именно по этому пути пошел Путин, создавая Госсовет через новые изменения в Конституции. Ему понравился этот вариант. Но теперь этот вариант кажется уже такой ненадежный. И если вы считаете, что это была задумка чисто элитная спровоцировать вот такой бунт, вряд ли они думали, что это закончится тем, что Назарбаева со всех сторон сместят, и это перейдут полномочия окончательно к Токаеву. Для Назарбаева и семьи это явно не понравилось, такой сценарий, и он явно не готовился. С олигархом Кулебаевым, который ничего не получил по навару газовому, и в итоге еще и сейчас, скорее всего, потеряет
позиции в нефтегазовой отрасли, и они перейдут к какому-то другому человеку. А если говорить про Токаева, у него тоже особых интересов нету, если в этом сценарии мы видим, что он потерял во многом позиции в регионах, и регионы проводят сегодня более-менее митинги даже в условиях чрезвычайного положения, где силовые структуры деморализованы, и они не способны сопротивляться, и они часто отвечают, значит, итальянской забастовкой, не исполняя приказы командования, саботируя, либо отходя в сторону, либо переходя на сторону народа и так далее. То есть в этих условиях практически силовая плетка у Токаева, она сильно ослаблена, и он потерял, по сути, во многом властные полномочия. И буквально, получается, не успев стать полноценным президентом, он уже ее потерял. Это похоже на историю «Халиф на час». Поэтому этот сценарий тоже не похож на... То есть вариант, Ермек, то есть вариант драка между двумя Баями, то есть что такое предположение есть в интернете, что Баев хочет забрать власть полностью под себя, тем самым Назарбаева сместив совбеза, да, руководство, тоже вы считаете, не подходит этот вариант, что это не деление власти? Ну, давайте, это может быть, есть какой-то момент, аспект противодействия двух частей власти, Думвират. Помните историю с Ельциным и Горбачевым, когда они в попытках за власть ускорили распад Советского Союза. То есть, в принципе, может быть, они и не предполагали, что это так случится, но вот такие неуклюжие действия против друг друга, они в этом плане сработали на полную потерю власти, вообще потерю страны. Так что в этом ключе Ельцин потерял Советский Союз, не стал руководителем, и Горбачев потерял. Третий вариант, уважаемый Ермек. Демократический выбор Казахстана. Партия взяла на себя ответственность. Я вчера слушал по «Серебряному дождю», сказали, что мы к этому шли давно и просто ждали вот этот всплеск, который мог бы нас пробудить, и все остальное было организовано. Почему в областных центрах, районных более-менее, да не более-менее, а вообще все культурно, цивилизованно и дисциплинированно, и только в Алма-Ата идут погромы, поджоги, стрельба, убийства, обезглавление даже? Ну, во-первых, протест обезглавлен изначально. Многие находятся в подполье, в тюрьмах, под домашними арестами, судимые. Многие, как я, за рубежом находятся и так далее. Брать кому-то на себя громкую ответственность, что это я сделал, что мы это сделали, организовали. Но демократический выбор Казахстана вчера сказал, что мы готовим... В принципе, известен громкими рекламными вещами, за которыми пустые фразы. Но давайте мы все-таки перейдем к реальным событиям. Сегодня есть две странности, на которые бы я хотел бы обратить внимание тех, кто наблюдает за событиями в Казахстане. 2, 3, 4 числа шли мирные протесты по всей стране, без всяких разбитых витрин. В ночь с 4 на 5 числа вдруг эскалация, происходит нападение на мирный митинг, который никак не расползался никакими там хулиганскими действиями. На него производится нападение неожиданное спецназа со светошумовыми гранатами, с слезоточивым газом. Воздух обволакивается вот этим облаком газа. И это очень похоже на события в Украине, которые произошли в 2013 году с нападением на ночной митинг девушек и парней со стороны спецназа «Беркут» по приказу Януковича. Потом пошла эскалация, и возникла вот эта вся история с потом последующим побегом Януковичем. И здесь, опять же, некоторая маленькая аналогия. Янукович успел перед своим побегом сделать заявление «Путин, приходи с войсками». Токаев сегодня это сделал, и перед этим возникла еще одна странность. Странность заключается вот в чем. После того митинга, когда напали в спецназ в ночь с 4 на 5, возникают какие-то титушки с поджогами полицейских машин, возникает картинка, видео в интернете, на фоне которого всплывает указ президента о чрезвычайном положении. А что такое чрезвычайное положение? Это официальное, легальный повод для официального запрета забастовок и митингов. И чрезвычайное положение было распространено даже только в 2 регионах. На Алмату и Мангистаускую область, где все цивилизованно происходило
и никаких там разбитых Да, там фонарей. дисциплинировано. Все было рабочая дисциплина профсоюзная. То есть, в принципе, понятно, что титушки сработали в Алмате для того, чтобы запретить митинги и забастовки в Западном Казахстане. Это странность одна. Вторая странность. После введения чрезвычайного положения войска демонстративно вводятся и показываются на центральной площади Алматы. И вдруг вечером, когда захватываются здания администрации города Алматы, который находится на этой самой площади, и телецентр, который находится на другом конце площади, этой через 20 метров, войска перед этим исчезают. Бронетехники нету, полиции нету на улицах. Возникает искусственный вакуум, в который вдруг попадают титушки, мародеры. Опять возникает новая картинка разбитых витрин, разграбленных магазинов. Для чего вводилось чрезвычайное положение, если нету войск и нету даже полиции, которая была? То есть вводится чрезвычайное положение для того, чтобы вообще убрать полицию и не вводить войска. Странность какая-то. И возникает картинка «Путин, помоги». Да, странность это все понятно. Путин, помоги. И через сутки не только Путин, но ДКБ призвали. Там не только ж Путин, но ДКБ. Но мы же понимаем, что у ДКБ это Россия, остальные просто приложения. И даже по численности российского вторжения мы видим 3600 это российские войска, это 4 полка, и взвод армян, взвод таджиков, взвод белорусов, взвод кыргызов. Белорусов. Угу. Да. В этом отношении То есть вы считаете, что все остальные страны... прикрытие российского вторжения. Все остальные страны будут охранять спецучастки, а россияне сказали, что мы тоже не принимаем каких участий в плане подавления мятежа. Но, значит, были сегодня видео, где проезжают грузовики с российским флагом, демонстративно показывающие, что это российские солдаты. А есть еще и белорусский прецедент, когда с белорусскими шевронами в масках под видом белорусских силовиков выступает часть российских военных, которые активно участвуют. Точно так же, как информационный десант, который высадился от Кремля в Минске. То есть сегодняшнее видео, где идут откровенные расстрелы по толпе протестующих, и на этих видео видно, что это происходит днем, видно, что идет шеренга солдат, решительно стреляющих. На фоне того, что происходило все эти дни, где идет деморализация силовиков, появление сразу же после ОДКБ, появление решительных людей в масках, которые безжалостно стреляют, похоже все-таки на российский след. И здесь это чревато еще какими вещами. Первое. Ермек, можно? Можно я сразу, потому что потом это очень важный сейчас вопрос, который, извините, что перебил, а не является это ли четвертым вариантом? Как сегодня начали кричать, слушайте, нужно провести референдум и навести порядок и присоединить Казахстан просто к России. Еще один вариант. Звучат же. Честно, знаете, это вообще классная вещь, когда мы слышим Жириновского 30 лет. Что у Жириновского на языке, то у Путина... А это не Жириновский был, простите. Нет, мы говорим про вообще 30 лет. Я знаю, что сегодняшнее заявление депутатов в Государственном Думе по поводу и так далее, по поводу Маргариты Симонян, которая озвучила там 6 Не условий. только Маргарита. Да, это все понятно. Я провожу аналогии с тем, что как хорошо, что они пробалтываются. Ведь можно было бы промолчать и молча вести войска, и потом молча проводить политику, значит, закабаления центра с Акардой, с Токаевым. И второе, провести в крайнем случае или в последний момент аннексию Северного Казахстана, о чем все время мечтает российский Кремль. То есть в этом ключе, когда они много болтают и они тем самым раскрывают казахскому обществу глаза относительно истинных намерений российских империалистов, в этом отношении они приносят огромную пользу. Вот смотрите, что произойдет, как сценарий. Россияне, в отличие от таджиков, армян, кыргызов, белорусов, будут более активно участвовать в разгоне протестующих. Не под российским флагом, так, по крайней мере, под флагом казахских шевронов в масках.
Так вот, если произойдет столкновение, допустим, в Белоруссии русских и россиян можно легко спрятать, потому что славянский тип лица, или, допустим, в Крыму, на Донбассе тоже можно спрятать. А в Казахстане это будет очень тяжело, плюс еще незнание речи. В Беларуси могут еще спутать, потому что многие белорусы подзабыли свой язык, а здесь легкая речь быстренько будет выдавать российский след. Так вот, как только появится след, доказывающий, что участие в расстрелах россиян в расстрелах, в убийствах, смертях казахских ребят, и так непростая антироссийская обстановка в стране еще даже до Украины, а в связи с украинскими событиями с 2014 года, антироссийские настроения будут просто взвинчены в информационном поле Казахстана. И с учетом того, что телевизор давно уже никто не смотрит, а смотрит социальные сети, где главенствует оппозиция, а власти там проигрывают. Именно слушают наши YouTube-каналы. А если произойдет смерть российских солдат и пойдут гробы в Рязань, Владимир, Новосибирск, то что произойдет с внутриполитической ситуацией в России, где и так рейтинг Путина очень низкий? Ничего. В этом отношении, я думаю, это будет непопулярная война в России. Но там же другая подоплека, и многие россияне сочувствуют Казахстану, где подняли цены, и они это экстраполируют на тот же пенсионное поднятие возраста. То есть это непопулярное направление войск на разгон бунта, который был справедливым и обоснованным с точки зрения простых людей. И уважаемый Ермек, цены подняли в Казахстане, поднимали, рано или поздно не выдержали. Цены поднимали и будут поднимать в России. И в поднятии цен будет виноват Турция, Англия, в лучшем случае Америка, или даже сейчас Киев, как всегда. Хорошо, давайте мы этот вопрос... Хорошо, можно я вам задам вопрос, который волнует людей, которые очень сильно переживают, за казахский народ. Я прошу вас, друзья, подписываться на наш канал. Это пишет Мила. Как обстоит дело с организацией обороны протеста? Есть ли возможность вооружить протестующих? Власть мирно не уйдет. Во-первых, стихийно оружие досталось во многих местах, где люди оказались в РУВД, в УВД областных и так далее. Это раз. Второе. Департамент национальной безопасности Алматы, одной из крупнейших структур, наверное, самая силовая структура, она была разграблена, ее оружейный склад. Это два. Третье. У многих людей находятся охотничьи винтовки. Это три. И решительность, и деморализация, самое главное, силовых структур, которые не готовы к решительным действиям в массового характера по всем регионам. Сейчас еще какая-то решительная группа, мотивированная высокими зарплатами, осталась в центре, в Алмате и Астане. Но в этом отношении уже власти будут бояться идти на силовые структуры, на силовые действия, потому что есть возможность получить пули. Это раз. Второе. Российское присутствие, иностранное присутствие с угрозой аннексии Северного Казахстана, она вызывает особое ожесточение против Токаева, который имел какой-то более-менее рейтинг по сравнению с Назарбаевым, но он его моментально потерял. Плюс еще фактор иностранной интервенции, который вызывает еще новый фактор национально-освободительной сопротивления или национально-освободительной войны. Возникает некая параллель с режимом Виши, который в 1940 году сдала Северную Францию и осталась на условиях Гитлера с Южной Францией. И это может быть очень чревато и нехорошо пахнет даже для провластных, даже для лояльных для Токаева блогеров и политических деятелей, общественных деятелей, которые негативно восприняли все вот это с российским вторжением. Поэтому вооруженное сопротивление возможно. На следующем этапе, ведь сегодня захвачен плацдарм по более-менее свободным митингам, что было невозможно до 1 января. Еще в прошлом году это было абсолютно невозможно на протяжении 30 лет. Сегодня более-менее народ может выйти, организоваться, и власти не могут свободно
манипулировать силовыми органами, как это было раньше. Вот поэтому на этой основе, когда включится еще и интернет, который до сих пор отключен более-менее. Ну да, мы хотели пригласить вот непосредственно с вами, чтобы был еще человек прямо оттуда. Вроде идет сначала связь, переписка, потом прекращается. Поэтому еще раз хочу поблагодарить вас, что вы приняли участие в программе. Извините, продолжайте. А как, что с интернетом? Кто за него отвечает? Как, почему не взяли вот эту подстанцию? Я не знаю, что, как в революции Ленин сказал, взять первое что? Телеграф и вокзалы. Ну, с учетом того, что пока мы технические моменты эти еще не освоили, где находится оборудование, как это все управляется, и с учетом того, что массовые митинги еще не охвачены в центре страны, в Астане, в столице, где более-менее спокойно по сравнению с Алматой и другими регионами. В этом отношении это, наверное, грядущее будущее. Но я думаю, с учетом того, что власти долго на штыках находиться не могут, они вынуждены заявлять политические уступки. Ну, кадровые уступки мы уже слышали по поводу премьер-министра Назарбаева, там, первого заместителя председателя КНБ в лице племянника Назарбаева и других, там, премьер-министра Мамина. Речь уже зашла о заявлении Токаева о согласии провести досрочные парламентские выборы, которые были выбраны буквально год назад. И в этих условиях это тоже хорошая почва для того самого диалога, про который демагогически заявляет Токаев, но никак не может приступить к конкретным переговорам с представителями оппозиции, которые сидят в тюрьмах, которые сидят за границей, которые в подполье ушли, которые убегают от преследований, задержаний, арестов. Вот в таком состоянии Уважаемый это уже основа. Мне кажется, это все расслабление, это плохая тенденция, что пошли навстречу, это, по-моему, убаюкивание, усыпление бдительности, потому что... этим надо пользоваться. Надо пользоваться, но неужели вы думаете, что Володя Путин вместе с таким, как Саша Лукашенко, позволят революцию, перемены демократические в Казахстане? Я не знаю, вы сделали уроки над провалом белорусской революции или нет? Вы ждали этого? Давайте вот мы сравним события в Беларуси и в Кыргызстане. Давайте. Вы посмотрите, как сильно казахстанские события ближе к кыргызским событиям, чем на белорусские, которые были интеллигентны, со снятием тапочек при вставании на скамейку. То есть в этих условиях казахи, наверное, более дерзкие, если не сказать, более звериные, может быть, какой-то степной, какой-то нрав волчий здесь играет роль. Но факт захвата административных зданий и арсеналов, и деморализация, и избиение где-то, массовые драки. Вы видели сцены, когда идут протестующие в шеренге спецназа с кулаками, с голыми руками, и они бьют и дерутся, и махаются, и заставляют отодвигать. Вот в Беларуси этого не было сильно заметно, потому что что-то в менталитете, наверное, больше европейском. У нас были лидеры такие, которые не понимают, что такое уличная драка. Они не понимают, что такое район на район. Они не понимают, как завоевывается авторитет, власть, все остальное. Вот эти три девушки, которые кричали «мирный протест», они и слили эту революцию. Ну ладно, это мое субъективное мнение. Сейчас мнение только ваше. Давайте сейчас договорим по поводу переговоров. Но ваши ребята еще говорят: о, там даже женщин не было, а у нас одни женщины. Слушайте, так у вас и культура другая. Женщина сидит дома, а у нас же нам же не давали. Все женщины вышли за теми тремя и думали, что они сделают революцию. Нас кто вообще в учет брал? Ладно, здесь проехали. Скажите, пожалуйста, говорят, в Актау уже народная власть. Давайте я сейчас добью. С учетом того, что в 1989 году был хороший мировой прецедент, польский, по соседству находящийся с вами на западных границах. В 1989 году именно акции массовые и настойчивые протесты заставили власть сесть за стол переговоров, на которых был заключен договор, вроде бы внешне даже кабальный для оппозиции, при котором президент Ярузельский оставался на месте, и он не уходил в отставку, а речь шла только о выборах парламента, и то ограниченного, на условиях того, что
нижняя палата избиралась полностью, стопроцентно, ограничено 60% было закреплено за ПОРП, за поиск Объединенной рабочей партии. И получается, даже без всяких выборов, выиграет оппозиция, не выиграет, 60% оставалось за правящей партией. 40% выставлялись как бы на выборы, на торги. И 100% Сената, который новообразованный был, Сейм, он избирался. Это история, Ермек. Оппозиция на это пошла, и в результате она выиграла, и через год были проведены выборы президента. У них не было Лукашенко, Ермек, и не было Путина, понимаете? Совсем другое было время. Скажите, пожалуйста, говорят, что в Актау уже народная власть, что там дисциплинированные протесты как раз привели уже к народной власти. А в Алма-Аты картриджи, так называемые зэки, были спровоцированы мародерские вот эти движения. И это спланированная акция? Но использование группировки, в том числе Дикого Армана, находит свое подтверждение. Это раз. Второе, в Актау, в Атрау, там возникло политическое равновесие, где они настолько равновелики, что, с одной стороны, народ не идет на захват всех органов власти и вытеснение, а с другой стороны, органы силовые с акиматом не идут на народ, понимая, что у них не хватает для этого сил. И возникла вот такая равновеликая такие две величины. В Алмате идет попытка зачистить силовым путем. Это, конечно, другая картина. Но в любом случае есть несколько регионов, которые позволяют концентрировать, озвучивать общую волю протестующих по всему Казахстану. И это может стать хорошим плацдармом. Особенно при включении на следующем этапе интернета и выпуске людей из тюрем и желании как-то провести реформу. Токаев хочет сделать следующее. Он не хочет садиться за стол переговоров, но хочет свысока в монологе озвучить некоторые осторожные, половинчатые шаги в направлении политических реформ. То, что, в принципе, так он не сядет за стол, он назвал протестующих террористическими группировками, с террористами, по их словам, никто не садится на переговоры. И вот эти убийства, видно, что это убийство в голову снайперами, не говорит ли о том, что мы чего-то именно поэтому и не знаем, что нет интернета. Мы все время с каких-то маленьких источников узнаем о событиях. И мне такое ощущение, что мы не знаем и половины даже того, что творится. И что там может быть не десятки, а сотни, как правило, уже у погибших. Ну, я с вами согласен. Мы сегодня видели прям откровенные, дневные, не скрывающиеся ночью перестрелки. Расстрелы прицельные. Да? Такие перестрелки, с той стороны не было слышно выстрелов, а было видны кадры, когда только солдаты стреляли, прицельно прям прицеливались, не от живота, не на бегу, а вот спокойно. Было, с моста было такое даже. Да, то есть это очень опасная тенденция, и это может вызвать обратную реакцию. Ведь я видел кадры, когда среди протестующих плакали, и причем плакали, знаете, как звери, которые ожесточены и готовы мстить за потерю близких людей. То есть вот такие слезы мужские, они... Мне, при всем уважении к вам, мне кажется, что вы недооцениваете Владимира Путина. Мне кажется, что надо готовиться к войне Казахстану, к войне с Россией. Готовы ли казахи к войне с Россией? Вы это можете предположить? Всегда нужно предполагать самый худший вариант, готовиться к самому худшему. Речь идет пока о сопротивлении в больше партизанском варианте, потому что у казахов сейчас, как говорится, если у стада баранов стоит лев, то оно способно на что-то по сравнению со стадом стаи львов, во главе которого стоит баран трусливый, который готов пригласить сам Россию к вторжению, сам приглашает агрессора. Конечно, в этих условиях армия, которая официально подчиняется к Токаеву, она оцепенена бездействием и не способна к сопротивлению.
Вот смотрите, вы сказали, что демократический выбор Казахстана любит пиариться. Кто сейчас занимается, это наши тоже подписчики спрашивают, как обстоят дела с организацией обороны протеста, защиты людей, которые выходят, сейчас какие-то ж минимальные, какие-то ж лидеры есть, я же слышу, озвучивают, мы хотим то-то, чтобы было что-то, какие-то штабы создаются, чем они охраняются, что нужно сделать, чтобы не совершить ошибки, которые была совершена в Беларуси и в Украине в первые дни. Люди в стихийных столкновениях с полицией вооружились. Вооружились не только дубинками, брусчатками, но вооружились касками, вооружились щитами, вооружились трофейным оружием. То есть в этом отношении часть протестующих, которые занимают радикальные позиции, она не подчиняется. Я уже говорю, протест находится он обезглавлен в политическом плане, потому что политические активисты находятся в тюрьмах. И все-таки стихийная часть полицейских вооружена. Почему их не освобождают? Власть же практически у них в руках. Почему они их не освобождают? Ну, пока что она вот не имеет головы. Ну, первое, что нужно было бы освободить их. Да, в принципе, то же самое сделал февраль. Ну, я бы пошел и освободил наших лидеров, первых, что сидят в тюрьме, освободить политзаключенных, чтобы воодушевить их, чтобы повести за собой те, которые отсидели там сколько? По сколько лет сидят ваши лидеры? Ну, были и до 19 лет. До 19. Вы представляете, как они буксуют сейчас? Что их нужно держать, там 100 человек будут держать. А он один раскидает всех. Они находятся как раз, они сидели в северных регионах, в особо крытых тюрьмах, которые недоступны были, от Алматы далеко. Вопрос от Андрея Вербицкого. Я все-таки закончу по поводу Извините, обороны. Да, мне показалось, что вы закончили, извините. Да, так получается, смотри, я позавчера выступил на весь интернет по видеообращению, где сказал, что необходимо решать вопрос с мародерами самостоятельно. Если полиция исчезла, то нужно создавать в каждом микрорайоне, в каждом квартале, районе прямо роты, взвода, чтобы элементарно занимались самообороной. Первое, от мародеров. Второе, от провокаторов, которые будут попадать на мероприятия, на собрания, на забастовки, на митинги. И третье, защищаться от беспредела полицейского, который мы видели в ночь на 5 число. И это надо делать. И, слава богу, многие общественные организации объединились в Алмате и сделали громкое заявление. Первое, нужны гражданские патрули по защите мародеров и магазинов. И нужен диалог, на который власти должны пойти. И раз Тукаев об этом заикнулся, больше, может быть, демагогически, такое коллективное обращение группы общественных организаций, оно сейчас вовремя. И я думаю, что подпирается все-таки власть к тому, чтобы она была вынуждена пойти, может быть, с какой-то более лояльной, более мирной какой-то частью протестующих, относительно, первое, деэскалации, по поводу дорожной карты о досрочных выборах в кратчайшие сроки на основе защиты от фальсификаций. Ваш вопрос я забыл. Интересный вопрос поступил от Андрея Вербицкого. Правда ли, что зять Назарбаева руководит газовой компанией в Казахстане и является членом директоров «Газпром»? В какой-то дочерней компании, да, он является одним из членов. Но это, знаете, Интергаз, транзитная компания по поводу трубопровода, который проходит, Каспийский трубопровод, который проходит, еще при Ельцине такая договоренность была, через Россию транзит газа. Еще интересный вопрос от координатора. Вы представляете, есть ли возможность, вы допускаете все-таки российскую агрессию и... Она уже есть. Она есть. То есть вы понимаете, что они не уйдут? Они не умеют. Это же, послушайте, часть северного Казахстана будет как Донецк и Луганск в Украине. По-любому они не отдадут. И вы готовы? Казахи готовы вступить в Российскую империю? Не северная часть, мы сейчас говорим про центральную. Мы к этому не готовы, даже самая лояльная часть к власти. Поэтому это будет явно негативный сценарий, на который власть не сможет пойти в силу массового сопротивления на всех уровнях. Второе. Как только будет сменена власть, вопросы северных границ и передислокации батальонов
на север, на Уральск, Кустанай, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар, будет немедленно сделано в первые часы. Это мы сделали урок из ошибок Турчинова, который бездействовал недели и месяцы. Это раз. Второе, по поводу того, что будет ли сопротивление в условиях этого режима, при этом режиме, мы считаем, что одно из требований, которое будет в рамках вот этих переговоров, это передислокация при этом режиме, чтобы появились батальоны, ну пусть называемые учебные дивизии, или учебные батальоны, или там запасные, или там какие-то другие учебные центры. Под любым соусом эти батальоны должны появиться при этом режиме. Третий вариант. Силовое противодействие беспределу будет продолжаться, и если будет обострение со стороны властей еще дальше, то в этом отношении, наверное, со стороны протестующих будет тоже идти захват новых районов, новых городов, новых областей с последующим уменьшением локации нынешнего режима. И никакие российские войска не смогут ее защитить. Они на сегодняшний день выполняют роль личной охраны Токаева в Астане, который и так, в принципе, более-менее безопасен по сравнению с Алматой. В Алмате действуют больше скрытые российские воинские части с казахстанскими шевронами и в масках. Тогда, возможно, уже столько времени пришло. Есть ли уже примеры создания сотен, как на Майдане, и каких-то подразделений, которые бы уже сейчас формировались как народные дружины? И будет ли мусульманский мир поддерживать казахов? Вы же не одни? Не, ну это тоже есть, но, конечно, забивают всех. Это вопрос от Василия Теркина, кстати. Да. Возникает вопрос о том, как, что делать, допустим, Турции или другим странам, исламским странам, тюркским странам, когда официальная власть официально обращается к России, что давайте нас оккупируйте добровольно, мы готовы к этому согласны. В этих условиях оказывать какую-либо помощь Казахстану в сопротивлении по международным официальным каналам очень тяжело. Пока что, до смены режима. В каких отношениях Казахстан с Турцией? Стоит ли ждать поддержки, как Азербайджану, от Турции? Ну, Турция к этому готова, и Казахстан предпринимал некоторые осторожные шаги, но дело не доходило никогда до серьезных проектов, связанных с, например, совместное строительство ВПК заводов в Казахстане с турецкими инженерами. Не возникало вопросов о турецкой военной базе в Казахстане. Не возникало вопросов о закупках серьезных турецкого вооружения, начиная с байрактаров. То есть, в принципе, Турция готова, и новая власть Казахстана при смене режима к этому будет готова тоже решительно с тем, чтобы появилась современная военная промышленность совместно с Турцией, совместные казахско-турецкие воинские соединения, которые могут стать основой для современной боеспособной армии и способны защищать себя самостоятельно без НАТО, наподобие Швейцарии, Норвегии и Израиля. Я хочу поблагодарить наших подписчиков, наших зрителей. Сегодня их достаточно много. Друзья, я, к сожалению, сразу извиняюсь, не смогу задать все вопросы, но мы постараемся ответить, как бы хотя бы через один, хотя бы каждый 10-й. Поэтому я бы вам с удовольствием сам поставил лайк, но нет такой возможности. Поставьте вы нам лайк и подпишитесь, пожалуйста, на канал. Благодаря вам и для вас мы работаем и сотрудничаем с такими интересными людьми, как Ермек. Следующий вопрос от нашего подписчика Тимур Боже мой. Короче, Тимур, здравствуйте. Есть ли информация о позиции, я не знаю, как правильно назвать, офицеров армии, действующей армии или какой там штатной армии сейчас, на сегодняшний момент, сколько перешло из армии и силовиков на сторону протестующих? Ну, это все эпизодические такие братания есть, но официального перехода нету. Но среди протестующих известно, что есть очень много бывших военных, бывших отставников, полицейских. В этом отношении очень много интересных личностей в оппозиции среди протестующих. Тем более сейчас большой приток в связи с массовыми митингами, массовый приток в штабы и готовых людей помогать, начиная с тюремных передачек, заканчивая инструктажем по поведению, по работе против мародеров, по защите, по гражданским патрулям, по организации
митингов по защите в интернете, преодолению запретов через VPN и так далее. Ермек, вы один из руководителей протестного движения. Вы можете предположить, через сколько дней будут освобождены, ну, хотя бы какие-то оппозиционеры из тюрем? И именно политические, политзаключенные, когда будут освобождены? Я думаю, освобождены? первая группа будет буквально, я думаю, в течение 2 дней такая попытка предприниматься властями, чтобы разгрузить вот эту обстановку. Это, в принципе, легко. Ну, проверим, ожидаемый посмотрим, вариант. да, очень, очень хотелось бы, если честно. Вообще, в принципе, окончательно события будут ясны, вообще окончательный крен. Либо это будет Пиночето-Лукашенковский вариант, либо это будет Варшавско-Польский вариант 1989 года в течение 2 недель. Я, если честно, очень завидую вашему спокойствию. Вспоминая события, которые были и на Майдане, и в Беларуси, и то, что сейчас творится. Ладно, не было бы убитых, но ведь десятки убитых. Вы так, ну, я честно завидую вашему спокойствию, как лидеру, как руководителю, как политику. Где же взять такие силы? Ермек, можете спрогнозировать, что будет дальше с протестом и властью? Вот нету второго варианта, не может быть. Один вариант сейчас, который вы можете спрогнозировать, к которому вы идете. Потому что уже назад пути нет. Будет такая месть, хуже, чем в Беларуси. Вы это понимаете? Я человек здравого смысла, человек, готовый к компромиссам конструктивного характера. Поэтому мы все время говорим о том, что мы готовы сесть за стол переговоров. Мы готовы начать с каких-то вещей, с деэскалации и дорожной карты по поводу смены власти. На первом этапе парламентско-маслихатовский, то есть весь депутатский корпус поменять на честных выборах и так далее. Для нас очень привлекателен польский вариант 1989 года, и мы опираемся на этот мировой прецедент, который кто ж вам даст не повторялся. Но мы его должны завоевывать. Естественно, власти не будут это делать, пока мы его не будем принуждать большими массовыми акциями, когда силовые структуры в очередных тех или иных регионах отходят в сторону и дают полную свободу действиям народа и протестующим. На ваш ответ сразу комментарий нашего подписчика Крюгера. Вы так думаете, что вы хотите польский вариант, но хотят ли и третьи силы, которых вы не подозреваете, которые могут быть, это силовики, которые могут быть свою оппозицию создать, у них же и армия, и оружие и так далее. Не будет ли третьей силы, с которой вам придется сотрудничать? Мы будем приветствовать любую попытку самостоятельного квази-военного переворота, попытку сыграть свою самостоятельную скрипку со стороны силовиков, особенно на фоне того, что их очень сильно раздражает российская военная агрессия, то, что предпринято практически без обсуждения в военной среде, и она не популярна среди низшего, среднего. Как интересно вы сказали, мне так бальзам на душу, что агрессия российская, они не приемлют. А белорусские силовики и военные спят и видят в российской армии себя. Вот в чем разница. Ну, сила, видимо, в разнице в том, что, допустим, белорусское общество, наверное, больше обрусило, чем казахское. Это точно, это точно. Плюс еще у нас очень много было тяжелых следов, начиная с Голодомора, с русификацией, принудительное закрытие казахских школ, сопротивление. Были же попытки отсоединить территорию в пользу Туркмении, в пользу Узбекистана, в пользу России. Было сопротивление в 1979 году активное казахов, в 1986 году, что положило конец Советскому Союзу и так далее. То есть вот эти действия, в принципе, имеют свою историю, свой бэкграунд. И оно имеет, наверное, более решительную историю по сравнению с белорусским. Друзья мои, спасибо, кто поставил лайки, кто подписался на наш канал, очень признателен вам за это. Следующий вопрос от вас, дорогие подписчики. Казахстан – зона интересов Китая и Турции. Если честно, я такой информацией слабо владею, но мне интересно, что действительно зона интересов Китая и Турции, и кремлевская крыса здесь в проигрышной ситуации, в данной ситуации, поэтому и хочется захватить и полезные ископаемые, которых в принципе хватает в России, но они не знают, как достаточно пользоваться ими плодотворно.
И сразу же вопрос возникает, все-таки не закулисная интрига и вход через вот эти бунты России в Казахстан? И будет ли Китай какие-то претензии предъявлять? Или просто отдадут на откуп, Китай отдаст на откуп, занимать? Как мы видим, что Китай в последнее время вообще никуда не влазит. Они настолько хитрые, смотрят все со стороны и все равно оказываются в выигрыше каким-то путем. Я не говорю про Турцию. Вспомним, наверное, знаменитую пьесу британскую, английскую «Стакан воды», когда одна высокопоставленная женщина добивается сердца одного офицера, а потом вторая высокопоставленная, и начинают они друг другу мешать. Это великолепно. Поэтому в какой-то степени нам не повезло, что у нас всего лишь одна Россия, как это на границе у Украины и Беларуси, а целые две России или два Китая. И они друг другу мешают. С другой стороны, нас очень сильно, конечно, напрягает как российские громкие амбиции, претензии, так и скрытые китайские амбиции, которые основаны на коррумпированной системе. И Китай выдал Назарбаеву порядка 20 миллиардов долларов. И Казахстан завяз в долговой яме. Например, соседний Кыргызстан имеет долговую зависимость перед Китаем в размере 30% ВВП. А Таджикистан имеет гигантскую зависимость по кредитам настолько перед Китаем, что Китаю удалось получить территориальные уступки на границе в Бадахшане. И это очень важно. Если мы видим историю кредитных зависимостей перед Китаем в странах Азии и Африки, то мы видим, что заключаются китайцы вот эти кредиты под кабальные сделки, благодаря которым при первой возможности забираются ценные жирные месторождения, и в кое-каких странах эти предприятия закрываются для того, чтобы не мешать в конкуренции китайским предприятиям. Ну это удивительно, конечно. Такой потенциал, столько природных ресурсов в Казахстане. Неужели такой грамотный, умный, талантливый народ, как казахи, не могли бы сами на этом заработать? Отдают это на откуп. Сегодня мы имеем по факту, что китайцы скупили до 70%, 80% нефтегазовой отрасли. И в частности, например... Это коррупция, это предательство на государственном уровне. Но мы же знаем, как Китай борется с коррупцией. Они отрубают головы внутри Китая и покупают головы чиновников за рубежом, 100%. Особенно в соседних странах. И, например, такая случайность, что даже забастовка в Жанаузене случилась на совместном казахско-китайском нефтяном предприятии. То есть китайцы зашли на каждом второе предприятие. НПЗ купили Шымкентское, которое является одним из трех, и оно считается одной из современнейших. То есть в этом трубопроводы построены, есть магистрали, есть новый железнодорожный проект «Один поезд», который выводит Пекин на Гамбург и укорачивает морской путь, который обходит там Индию через Красное море, длящийся до 60 дней, а вот этот прямой железнодорожный путь, он будет длиться 11 дней, а если высокоскоростной магистраль выйдет на второй этап, он дойдет до 11, до 7 дней. Так вот, в этих условиях Казахстан очень сильно попадает в экономическую, транспортную, логистическую, кредитную и иную зависимость от Китая. В этом отношении, конечно же, власти Казахстана очень сильно завязли в кредитах перед Китаем и очень сильно от него зависят. Еще один вопрос от наших подписчиков, очень интересный. Old Gun. Прокомментируйте, пожалуйста, требования протестующих, которые появились вот на днях. Это дешевые тарифы, снижение цен, снижение пенсионного возраста, повышение зарплат, социальные пакеты, бесплатное лечение в больнице, многие такие интересные требования. Как вы думаете, они выполнимы? И все требования сводятся к денежному вопросу, а вопросы требования независимости даже не поднимаются как таковые. Кто вам сказал такое? Почему такое мнение? Это не мое, это вопрос из чата. Во-первых, даже у забастовщиков еще 3 января, то есть на второй день протестов, экономические требования переросли в политические требования, которые сформулированы следующим образом. Отставка Назарбаева со всех постов, что и случилось. Да, я открыл, кстати, у меня есть эти требования, да.
Отставка силовых структур, переизбрание акимов, это политическое требование, освобождение политических заключенных. Первое требование – незамедлительное освобождение политзаключенных. То, что пока еще не Конституция выполнено. 93 года, которая более демократична по сравнению с Назарбаевской, со сверхпрезидентскими полномочиями. Да. То есть это Реформы, далеко не- реформы, реформы. И самое главное, можно зачитать, четвертое, я не знаю, доживем мы когда-нибудь до этого или нет. Главным условием политических реформ является неукоснительная приверженность ценностям демократии и соблюдения прав человека, признание годы правления СССР преступлением против народов постсоветской империи, осуждение военной агрессии против Украины и аннексии Крыма, выхода из состава СНГ, ЕАЭС и прочих союзов с Российской Федерацией. Это ответ нашему подписчику. Ну, это одно из требований, но мы понимаем, что когда Путин заходил в Казахстан с белорусами, и таджиками и армянами, естественно, там ставились еще и политические условия, которые частично озвучила Маргарита Симонян относительно, и это будет осуществлено. Действительно, Казахстан сейчас будет занимать сверхсдержанную политику по отношению к языковому вопросу, раз, к вопросу Северного Казахстана, переименование там, Петропавловска, Павлодара, давно устаревшие колониальные названия. В частности, например, Павлодар был наименован в честь какого-то шестого ребенка императора. В младенчестве ничего еще не совершившего, но в честь него назвали Павлодар. То есть даже такие вопросы сейчас, конечно же, Токаев отодвинет на долгий ящик, пока войска не будут отодвинуты, которые выведены. Когда это произойдет, это уже тоже вопрос. Но во всяком случае, естественно, вот эти языковые анимастические вопросы, какие-то связанные с российским вопросом, они будут, конечно же, отодвинуты. В этом плане мы даже готовы их пока отодвинуть в сторону. Нас интересует смена депутатского корпуса, что резко изменит политическую картину и в конце концов приведет к концу судьбу и самого президента. В наших программах стоит речь об отмене должности президента, полностью переход на парламентскую республику. Это еще вопрос. Очень интересный вопрос, Ермек. Сколько казахов в Москве? Если начнется полномасштабная аннексия и война с Россией, встанут ли казахи в Москве? Ну, во-первых, казахи отличаются в миграционных вопросах крайним консерватизмом. Считанное число казахов в Москве. Считанное число казахов вообще в европейской части Российской Федерации. Они сконцентрированы на своих коренных территориях: Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Новосибирская, Оренбургская, Челябинская и другие области. Всего 12 областей, граничащих с Казахстаном. Не полыхнет ли там? Хорошо, поставлю вопрос по-другому. Может ли полыхнуть там, если они настолько близко возле своей родины сконцентрированы? Не будет ли ударом в спину? Нет, я думаю, что... Вы имеете какие-то связи с этими казахами, диаспорами в этих областях? Имеем, но вопрос сейчас весовой категории, поэтому мы эти вопросы на серьезном официальном уровне, правительственном уровне долгое время подниматься не будут. Кроме диаспорального уровня, школьного уровня, там, языка, курсов и так далее. В частности, например, для справки, на порядка 800 тысяч, 500 тысяч белорусов нету в Российской Федерации ни одной белорусской школы, это раз. Да. На 5 миллионов украинцев нет ни одной украинской школы в Российской Федерации. Да. На миллион казахов нету. Вообще в Российской Федерации 130 коренных народов, которые считаются исконными коренными народами, и они не имеют своих национальных школ. Даже Чечня, единственная республика, которая имеет свои школы на родном языке, это Татарстан. И то благодаря тем договорам, которые имел Шаймиев. Поддерживают вас киргизы, поддерживают. Говорят, мы вместе встанем, вместе с казахами встанем, если надо, в Москве и так далее. Я хочу спросить у вас личный вопрос, лично к вам, Ермек. Вы собираетесь возвращаться, помогать протестному движению, так как, учитывая, что вы все-таки беглый политический деятель, какие планы у... Хотя, может, нельзя об этом говорить, и за вами следят, вы как в розыске, скажем так, преследуемые. Но если что-то можете по этому поводу ответить, ответьте, пожалуйста. Был такой запрос, и Генеральная прокуратура ответила отказом в моей экстрадиции. Это раз. Второе, у меня 2 живые судимости
которые не отсижены, связаны с побегом из-под тюремного надзора, незаконным выходом за пределы Алматы, что означало сразу переход в колонии на 3 года, незаконное пересечение государственной границы с Кыргызстаном и улет в независимую Украину, который предоставил мне политическое убежище. Значит, вам возвращаться пока нельзя? У меня 2 неотсиженные судимости с приговорами официальными 3 года и 5 лет. Но в этих условиях, несмотря ни на что, я готов вернуться в страну, в Казахстан, учитывая, что сам Токаев формально заявил о готовности вступления в переговоры и дискуссию, диалог с протестующими. Так вот, если он это заявил, и мое появление в Казахстане приведет, возможно, будет проверкой на вшивость официальной, громогласной, ясной для всех, насколько обосновано обещание Токаева вступить в переговоры. Ну, вам все равно надо с охраной надо возвращаться. Вас должны встречать там люди. Ну, во-первых, зачем? Меня сразу же арестуют. Ну пусть вас встретят единомышленники, люди, которые вас знают и ждут. У вас 400 тысяч подписчиков на Ютубе, Ермак. Это все равно невозможно, поэтому арест будет сразу практически у самолета и, скажем так, вдалеке от народа. И что, вы готовы проэкспериментировать, проверить это? Я готов, потому что раз такое заявление поступило, то, в принципе, мое заявление о том, что я готов к такому диалогу, и я вылетаю в Казахстан, будет воспринята уже моя тюрьма как срыв самых простых обещаний, самых простых обещаний. Да. Ну, я желаю вам только успеха и удачи. Ну и наконец нашей программы прочитаю один из комментариев. Я думаю, что это написали українці, тому що написано українською мовою, дуже приємно. Я думаю, що росіяни ще розуміють, куди попали. Казахи кочевники, їм буде чому добрати землю. Я вважаю, що Московії не вдасться побороти козахов. Я прокомментировать, если хотите, прокомментируйте это. Ну, я уже, наверное, один из первых политиков, которые уже 15 лет говорят о том, что необходимо давно передислоцировать войска до такой степени, чтобы на северных рубежах было сконцентрировано до 10 дивизий, которые могут гарантированно обеспечить защиту от любого нападения со стороны России, о чем мы знаем эти все 30 лет. Это раз. Очень хочу. Мы понимаем, что мы далеко от НАТО, далеко от каких-либо серьезных союзников, от Запада, от Европы, от Америки. Поэтому для нас прецедент обороны Швейцарии, Норвегии и Израиля, или Сингапура, Финляндии, Алжира, Вьетнама для нас приемлем, и мы в этом отношении мы хотели бы применить на себя, как только будет первая возможность при смене власти. Это такой фактор. Я уже хотел с вами проститься, но тут у нас появляется, по-моему, еще один гость сейчас будет. Если вы не против, вопросы еще у нас есть от подписчиков. Друзья, если вы не против, мы продолжим еще минут 5-10, проэкспериментируем сейчас еще один гость в студии. Вот. Есть у нас сейчас режиссер, сейчас подскажет мне, как зовут человека, который хочет подсоединиться. Как зовут? Ага. Сейчас идет подключение. Я хотел задать еще один вопрос от подписчика. Алиев диктатор, по-вашему? Азербайджан? Мир Алиев. Мы говорим про Азербайджан? Ну, Мирхам это подписчик... Мирхам Алиев. Так, да, Мирхам Алиев, по-вашему, диктатор? Ильхам Алиев, президент Азербайджана, конечно, он диктатор, который не допускает свободные выборы, как и президент Белоруссии, Узбекистана, Туркмении, Казахстана и Российской Федерации. То же самое, как и Назарбаев, получается. Конечно. Слушайте, как-то так получилось, проскользнул все-таки вопрос, либо вы не услышали, либо продинамили вопрос про Актау. Там есть народная власть уже? Вы знаете эту информацию? Там захватили власть? Я же вам говорю, что возникли 2 равновеликие силы, нейтрально находящиеся
Ну, это примерно то же самое, как, например, помните, после февральской революции Временное правительство и там Петроградский совет там, депутатов, рабочих там, и солдатских, которые не трогали долгое время друг друга и одновременно росли. Такое. Конечно же, это долго продолжаться не может. Вот сейчас мы больше узнаем информацию про Актау, потому что наш как раз гость будет непосредственно из Актау, и зовут его Дидак. Возможно, вы знакомы, нет? Дидар Юсупахмедов. Так, внимательно послушаю. Да. Окей, пока подключается, у нас идет подключение со студии, слава богу, что мы связались непосредственно с Казахстаном и Актау, потому что более-менее информация какая-то есть из Алма-Аты, но из Актау у нас очень мало, друзья, информации. Подождите, наберитесь терпения, поставьте за это время лайк, подпишитесь и порадуйтесь за Казахстан, те, кто белорус, украинец и просто свободный человек. Скажите, вы лично доверяете Токаеву? Создается впечатление, что он сдал свой народ на растерзание иноземцам. Ну, доверия никакого нет, но готовность к переговорам хоть с дьяволом есть всегда, если она продвинет сейчас интересы народа еще на один большой шаг. Угу. Ну вот азербайджанцы пишут, что азербайджанцы братья с казахами. Насколько, на каком уровне, как исторически и вообще в последнее время сложилось отношение с Азербайджаном? Ну, просто такой исторический, конечно, эпизод, может быть, смешной, интересный. В Азербайджане есть город Казах. Казах? В Азербайджане есть целый район Казах. Да ладно. В Азербайджане давно играет большую роль на Южном Кавказе и для Грузии, и для Азербайджана. Давняя, древняя история с половцами, кочевниками, которые были в этих краях по приглашению правителей, в том числе в свое время и для грузинского Давида, строителей, и Тамары, царицы. И поэтому, конечно же, связь крепкая, плюс еще мы же тюрки, мы разговариваем практически на одном языке, мы сейчас будем на одной латинице, мы одной крови, у нас общая древняя история. Ну, хорошо. Ну, следующий вопрос, даже комментарий, это не вопрос, от Ольги Дмитриевой. Спасибо, Оля, за то, что вы с нами. С вашими кланами невозможно создать парламентскую республику. Будут новый бай, одного бая уберут, будет новый, и будет новый клан, и новый, скажем так, как называть правильно Назарбаева, как правильно назвать? Назовите вы его. Ну, диктатор, тиран. Вот. Так вот, я вам скажу, когда в стране существует один Сталин, то это диктатор и полная, скажем так, полный голодомор. А если в парламенте заседает 100 Сталинов, они договорятся. И если мы посмотрим на парламент Украины, или даже парламент Польши, или парламент Израиля, Великобритании, это клака, это постоянно ругань, обвинения. Это нормальная картина для любой политической системы. Это будет и в Казахстане, ничего в этом сверх какого-то страшного нет. Не существует каких-то эксцессов особых в менталитете казахов, которые просто ставят, рубят сук, и невозможно построить какую-то политическую систему в Казахстане в связи с какими-то там особенностями кочевой истории, древней истории, каких-то моментов и так далее. Это миф. Все можно сделать, если построена умная политическая система, которая позволяет находить сложные компромиссы между различными группами. Ну вот вы смотрите, Ермек, вы сказали, что будет 100 Сталинов, они договорятся. Что там у нас с гостем? Вашими словами, вы говорите, что насколько вы сотрудничаете с демократическими силами сейчас Казахстана? Договариваетесь вы сейчас ли с демократическим выбором Казахстана? Вот сейчас у нас подключается, по-моему, Дидар, да? Сколько партий и с кем вы общаетесь? Штаб какой-то у вас вот сейчас? Вот к чему вы, к этой парламентской республике стремитесь? Действия у вас сейчас есть совместные? Мы организовывали круглые столы в Зуме
и в них участвовало до порядка 70 человек, Ого. самых различных политических групп. Это немало. Это было порядка, наверное, 65% политического поля оппозиции. А я вынужден вас перебить. По-моему, у нас есть гость в студии. Здравствуйте, Дидар. Дидар, добрый вечер. Ассаламу алейкум, Дидар. Армысың, бауырым. Он подключает звук. Дидар. Дидар, вы нас слышите? Ну, если там внизу есть такое наушнички, вы можете включить там наушнички, звук, микрофончик. Включите, пожалуйста, если вы нас слышите. Қалайсыңдар, батыс қазақтар? Попробует еще, он пытается, наверное, плохая связь, друзья. Человек, Дидар, пытается еще раз и еще раз нам подключиться. Я извиняюсь, что должен был перебить, очень важно. А вот есть у нас Дидар, нету Дидара. Ну, то есть, извините, что перебил, на очень интересном ответе по поводу объединения демократических сил Казахстана. И вот ваш последний зум, вы говорите, там 70 человек было. Мы такие зумы проводили каждую неделю. Даже так? И сейчас, после какого-то затишья, мы сейчас эти круглые столы будем проводить, потому что мы же находимся не в одном городе. Я как-то шутил часто после вот этих больших моих отсидок. Я говорил, наверное, оппозиция быстро договорится, если всех арестуют и посадят в одну тюремную камеру. Тогда за 15 суток мы обо всем договоримся. Это правда. Это правда, там больше нечем заниматься, как разговаривать. И никто не мешает, нет ни телефонов, ничего. Я, конечно, надеюсь дожить до этого момента, когда в Казахстане будут демократические силы, будут демократические выборы, и вот эти, там сколько партий, 10, 20, 30, 40 будут между собой бороться за то, чтобы быть в парламенте Казахстана. Это будет очень назидательный и положительный пример для других народов, стран, которые находятся сейчас на постсоветском пространстве. Я вижу, что Дидар не может подключиться, поэтому не хотел бы испытывать терпение наших зрителей. Наше время подошло к концу. Спасибо большое, что, друзья, вы были на канале 6 ТВ Бай. Спасибо большое, кто задавал вопросы. Спасибо, кто лайкнул нашу программу. Спасибо, кто подписался. Мы вам очень признательны. С Ермеком Нарымбаевым я не прощаюсь навсегда, а только на сегодня. Я надеюсь, мы обязательно встретимся, и я с удовольствием буду следить за вашей политической карьерой. Спасибо, друзья, что были на 6 ТВ. Всего вам хорошего. Быть добру. И Алга Казахстан! Слава Богу, за нашу и вашу свободу. За нашу и вашу свободу. И живе Беларусь. До новых встреч.